Привет, друзья! Мы снова рады приветствовать вас на нашем канале. В этот раз мы устроили целую медиаплощадку, откуда будем вам показывать самые лучшие, интересные и красивые места в Абхазии. А начнем мы с Акармара и Джантухи. Многие из вас наверняка наслышаны о них как городах-призраках из рекламы. На самом деле это не так. В этих поселках живут люди, трудятся, и сейчас они расскажут нам о их жизни в этих поселках. Для тех, кто не знает историю Акармара и Джантухи, я немного сейчас расскажу. Эти два поселка были основаны в 1938 году. В 1942 они были включены в состав расположенного рядом города Ткуарчала, став его пригородом. Основное строительство здесь развернулось после окончания войны. В Ткуарчал были направлены военнопленные, которым предстояло превратить группу абхазских поселков в промышленный город, крупнейший в регионе центр угольной промышленности. Благодаря отдаленному от центра расположению, поселок Акармара и Джантуха стали элитными районами города. Решающим событием в жизни поселков и самого Ткуарчала стали боевые действия, развернувшиеся здесь в 92-93 годах. Грузино-абхазский конфликт привел к осаде города, которая продлилась 413 дней, в течение которых почти ежедневно город обстреливался артиллерией и стрелковым оружием, что привело к уничтожению промышленности, инфраструктуры и большинства городских зданий. Как же сейчас живут люди в этих поселках? Давайте послушаем, что они расскажут, и надеемся, у нас получится развеять легенду о городах-призраках. Это шахтерский поселок Чистый. Здесь Аршбовский знаменитый фамилия, хорошая фамилия, это большая. Род их, это, они ихний поселок вот это. Вот так поодиночке жили здесь. А скот гоняли вот туда наверх, где тучи сейчас там. В гору гоняли, почти до грузинской границы. Сейчас что, пенсия получаем? Мы 1010, 12, 15 российских. На этой пенсии живем больше что? А электричество-то есть? Электричество есть, я сам сделал с Барчели после войны оттуда. Надоедают туристы, наверное, да? Нет, туристы, да, я наоборот, хоть такие хорошие. Какое-то общение. Хоть поговоришь от души. Умные попадают, хорошие. Как я тоже, если, скажем, ну... А фильм, когда вот снимали сериал, вы тоже здесь, наверное, присутствовали? Снимали 3 года назад, 4, да? Ну да. А здесь мой этот открыли, там я пчел имел полный. Вот тогда потом зашли туда, дымели, один раз приехали, пчелы тот год все померли. Второй раз это съемок сделали, ни один пчел не остался, тот год тоже пропало. И живем вот так, работа нету, пенсия получаю, я шахтер, я если хочу помидоры сделаю, хочу что хочу, буду делать, я не боюсь работать. А вы шахтером здесь работали, да? Я 20 лет в шахте отработал под землей. А в советское это время, наверное, здесь много жителей было, в советское время до 5000 вот здесь было. Школа, 2 смены работала, огромная школа. И все здесь, и абхазы, и грузины, и русские много больше было.
Ну, свой да, имеет там огород, скот держит, чтобы выжить. Но клиенты не все, конечно, одинаковые. Но есть, которые недовольны. Почему так дорого, почему, за что. Вложили, люди же хотят свои деньги вернуть тоже. Он тоже свою семью имеет, покормить же надо. Как относитесь к российским туристам? Вот к нам. Почему как? С уважением, как больше. Мы рады вас всегда видеть. Сможем, поможем, объясняем. Если вот здесь в тумбочке стоит бутылочку, угощаю, а как больше. Вот я второй шахте работал вот здесь. Жил вот здесь на Джантухе, поселке. А сейчас в город. Я, знаешь, что хочу, мой золотой? Чтобы мы все жили под мирным небом, чтобы войны не было. То, что сейчас творится, все прекратилось, чтобы жили вот так, как одна семья. Вот это я хочу. Эту войну мы прожили, знаем, что такое война. Я сам с первого дня и до конца был. По дороге к нам проезжали большой баннер «Радоновый источник» написан. Помните? Да, конечно, помню. Вот оттуда, через речку, вся наша территория называется Акармарская зона. Она включает в себя 3 шахтерских поселка городского типа с полной инфраструктурой. Акармару вы проехали уже. Да. Этот поселок называется Джантуха. И еще по дороге на Большие водопады есть 3-й поселок Поляна. Примечательны не только Акармарская зона, но и весь наш город. Я, насколько понимаю и насколько помню, я здесь родился и вырос. Скворчельцы, где были в гостях, от Краснодарского края до Тбилиси, везде был для них почет и уважение, в первую очередь. Такой народ здесь проживал. В 20-х годах, когда здесь были еще пастбища, один из пастухов имел имя Джансух. Как мы понимаем, что в честь него был назван наш поселок. Я здесь родился, вырос, и всю свою шикарную сказочную жизнь до 92 года я прожил здесь. Естественно, в 92-м у нас случилась вот эта беда, которая не нужна была вообще, конечно, простым людям. Но мы ее тоже пережили послевоенный период, и до сих пор, сейчас сказать, что мы здесь чувствуем себя шикарно, не скажем, конечно, но духом не падаем, все равно живем. На сегодняшний день на Джантухе проживает около 10 семей. На Поляне проживает около 10 семей. И в Акармаре проживает около 20 семей. А теперь я вам объясню статистику перед нашей войной в 92 году. На Джантухе проживало 4,5 тысячи населения. В Акармаре проживало 5 тысяч, и на Поляне проживало тоже 5 тысяч. Во-первых, здесь у нас экологически чистый воздух и экологически чистая вода, которая течет около 80 лет сюда, к нам на поселок, самотеком. Потом, вся прожитая жизнь была здесь. Конечно, да, было бы неплохо, если куда-то выезжать и какой-то достаток добывать, чтобы не бросать. Ну, такого варианта, к сожалению, у меня нет, и я как-то нахожусь здесь, кстати, уже 3-й год безработный, но все равно духом не падаю, живу. Проблема есть у нас с туристами. Тоже так же, очень редкая, правда, конечно. Вот он гуляет по поселку и может зайти без спроса в дом. Заходит, открывает дверь, видит, там телевизор работает, или там свет горит, или что-то, и он включает свою камеру и ходит, снимает. Молодой человек. Светика, все нормально у вас? Угу. А что, говорит, еще возмущается. Я говорю, ты зашел ко мне в дом, ты не постучался. Если бы я в России к тебе в дом зашел бы так, я бы через 6 минут в КПЗ был. Разве не так? Не делай так. Это некрасиво. Но это редко бывает. А в основном приезжают нормальные люди, нормальные туристы, чем-то интересуются. Что мы знаем, мы им все это рассказываем. Им интересно многим, многие проезжают мимо. Ну, короче, бывает по-разному. У нас до 92 года была шикарная сказочная жизнь, я так считаю. И вот когда случилась эта война, начался отток беженцев. Даже во время войны улетали на вертолетах люди, уходили пешком, кто мог. А после войны, в 93 году, после сентября месяца, этот поток просто увеличился в разы и намного.
очень много людей отсюда повыезжало. По той причине, что здесь негде было заработать и прокормить свои семьи. Я желаю всем, и не только туристам, а всем людям мирной, счастливой, прекрасной жизни. Чтобы они все жили, и там, где два человека встречаются, чтобы тоже все было мирно. Как и в каждой стране, как и на всей земле. Чтобы не было войн, чтобы дети росли, чтобы созидали. Дай Бог, чтобы случилась такая жизнь, которую я прожил до 92 года. Желаю всем от всей души. Ну что же, друзья, мы показали и рассказали вам про жизнь двух поселков с трагичной судьбой, в которых до сих пор живут люди и радуются каждому новому дню. Надеемся, у нас получилось развеять миф о городах-призраках. От себя хочу пожелать всем жителям Акармары и Джантухи долгих лет жизни, яркого солнца и мирного неба над головой. А также хочу выразить им огромную благодарность за то, что каждый из них помогал и способствовал проведению наших съемок. Таких добрых и отзывчивых людей я еще не встречал. Дай Бог вам всем здоровья и огромное спасибо.